Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Ближайшие полчаса о главных событиях этого дня. В Буинском районе 11-летний мальчик утонул на глазах у друзей. Искали, все вещи с собой взяли этого мальчика. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Подробнее о трагедии расскажет Вероника Гайнудинова. Лук по 30, картофель по 25. Мы добавляем 3-5 рублей по копейкам. Как в республике работают над снижением цен на овощи, расскажет Рамиль Галиулян. Министерство и многомиллионные нарушения. Один участников картеля признался. Что обнаружила УФАС Татарстана, расскажет Дмитрий Аренин. Жилой дом имама деревни Шура сгорел дотла за одну ночь. Все осталось у нас. Вот как дети в трусах, майках были, так бы совсем ничего не осталось. Всех неравнодушных семья Шеймардановых просит о помощи. Все подробности у Натальи Мизиной. В Буинском районе по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла накануне на реке Свияга. Группа детей купалась без сопровождения взрослых. В один момент мальчик ушел под воду. Его друзья не позвали на помощь, никому не рассказали о случившемся. В экстренные службы сообщение о пропаже ребенка поступило лишь ночью. Сегодня в 3 утра тело было найдено в реке. Вероника Гайнудинова о трагедии. Когда бывает жарко, здесь очень много людей. Местами здесь очень глубоко. Местные мальчики рассказывают, купаться сюда приезжают даже из соседних сел. Это река Свияга близ поселка Альшеево Буинского района. Местами глубоко, для купания не оборудовано. Но это никого не останавливает. Вон там все люди всегда купаются. Там можно прыгать всегда щелочкой, как все прыгают сальтой. Ну, сейчас это мода. И вот, наверное, они туда зашли. Тело 11-летнего подростка спасатели нашли сегодня в 3 утра на расстоянии 500 метров от места купания на глубине полметра. По предварительной информации, дети купались на реке Свияга у деревни Альшеево Буинского района без присмотра взрослых, в месте не оборудованном для купания. Кроме того, рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти к утопающему мальчику на помощь. Купаться мальчик отправился со своими друзьями. Сами они из села Бурундуки соседнего Дрожжановского района. На глазах у ребят подросток скрылся под водой и пропал из виду. О трагедии сверстники никому не сообщили. Они часов в 11 приехали сюда, пешком, говорят. Вот они после этого искали, все вещи с собой взяли этого мальчика. Домой приехали, спрятали, сказали, эти вещи никому не сказали. О случившемся мама мальчика узнала только вечером и сразу же сообщила в МЧС. Почему ребята никого не позвали на помощь? Почему ничего не сказали родителям? Почему собрали и спрятали вещи утонувшего мальчика? Пока в деле вопросов много. На них будут искать ответы следователи и прокуратура. Было установлено, что когда они купались, его понесло сильным течением и попал в водоворот и утонул. По данному факту следователям Буинского МРСО Следственного комитета России по Республике Татарстан Мухаммадуллиным возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Все детали ЧП следком пока не разглашает. Расследование взято и на особый контроль в прокуратуре республики. Напомним, с начала года в Татарстане произошло 87 несчастных случаев на воде. Погибли 69 человек, из них 6 детей. Основные причины трагедии – алкогольное опьянение, купание в необорудованных местах, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей. Вероника Гайнудинова, Ильнур Кадыров, ТНВ, Буинский район. Жаркая погода в Татарстане задержится как минимум еще на неделю. Российские синоптики сегодня озвучили прогнозы на предстоящие дни и порадовали некоторых жителей республики новостью о новой волне жары. Такая погода ждет большую часть России, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура будет на 7-10 градусов выше нормы. В Приволжском федеральном округе столбики термометров поднимутся до 35. Чуть прохладнее будет в Татарстане в эту субботу и местами может пойти дождь, а дальше температура будет расти.
Морковь по 40, картофель по 25. В Татарстане наконец-то снизились цены на так называемый борщевой набор. Ситуация начала меняться после открытия субботних ярмарок, где цены ниже, чем у перекупщиков. Чтобы удержать покупателей, на снижение пошли и крупные торговые сети. Что еще повлияло на стоимость борщевого набора и продолжится ли снижение цен? Рамиль Галиуллин изучил продуктовую корзину. К прилавку Гульнары Фархутдиновой покупатели приходят с самого утра. Часть овощей выращивает сама, что-то закупает из других регионов. Торгует с минимальной наценкой. Мы добавляем 3-5 рублей по копейкам. Но тяжелый труд, но стараемся уравновесить и держать в тонусе товара, цену. Сегодня за стоимостью овощей следят эксперты. Напомним, этим летом цены резко подскочили на весь борщевой набор. Картофель, капусту, свеклу, лук и особенно морковь. Ее стоимость достигала 200 рублей, повышение до 5 раз. Мы на улице, на рынке, для того, чтобы еще раз самим воочию убедиться и по ценам. О ситуации с ценами в республике депутаты Госдумы тут же докладывают в Москву. Так, по сравнению с июнем, морковь стоит 40 рублей, картофель 25, капусту можно приобрести за 35 рублей килограмм, свеклу, как и лук, на 5 рублей дешевле. Снижение цен заметили и татарстанцы. Снижается, да. Картофель стал 30, морковь 40, был 70-80. И лук был 45, все снизилось. По весне были очень высокие цены на морковь. Сейчас они снизились, вполне приемлемые. Одной из мер, повлиявших на ситуацию, стали ярмарки выходного дня. Они позволяют напрямую поставлять продукцию потребителю. К тому же разрешили продавать, не взимая плату за аренду места и, соответственно, не включая это в стоимость продуктов. Тоже повлияло, конечно, в том числе, что и рыночные цены продавцы начали снижать, потому что увидели, что есть конкуренция, что граждане идут в ярмарки, там больше в этих ярмарках организованных покупают. Оптовики сегодня уже с южных регионов привозят продукт. Мы понимаем, что да, там уже стабилизация у оптовиков, она очевидно наступила, и это, наверное, и на розничной цене отразится. И отражается сегодня. Специальные ярмарки в Казани проходят по субботам на 5 площадках. Торговля в таком формате продлится до середины сентября, когда откроются традиционные осенние сельхозярмарки. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Многомиллионные нарушения и курьезные недочеты. УФАС Татарстана представила результаты работы по контролю за госзакупками в этом году. Каждая вторая проверка реализации национальных проектов выявила нарушения. Это и картельные сговоры поставщиков, и необоснованные завышения цен. Есть случаи завышения стоимости контракта из-за якобы роста цен на металл. Кому конкретно возникли претензии? Какая последовала расплата? Узнал Дмитрий Аренин. Один участников картеля признался, что... Так, две компании из Москвы и Алтайского края решили подзаработать на поставке пожарных машин для Минлесхоза. В результате, как установили антимонопольщики, сумма контракта была завышена и составила 660 миллионов рублей. Это самое крупное нарушение этого года. Эти участники картельного сговора были привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа на сумму более 3,5 миллионов рублей. В этом году УФАС Татарстана проверил 94 закупки по реализации национальных проектов, и в каждом втором случае нашло нарушение, больше всего по линии Министерства образования. 18 нарушений в сфере национальных проектов по образованию, 15 нарушений по безопасным и качественным автомобильным дорогам, 3 нарушения по культуре. В результате выявленных нарушений образовался дополнительная экономия бюджетных средств в размере 4 200 000. Нагревают руки на подготовке к отопительному сезону. Татэнерго заключила контракт с челнинской компанией «Армак» на поставку задвижек. Сумма сделки составила более 600 000 рублей, но позже поставщик отказался от исполнения своих обязательств, ссылаясь на рост цен на металл. Я, говорит, не буду поставлять товар. Он говорит, невыгодно, потому что цены на металл выросли. В ходе расследования было установлено, что да, действительно цены повысились, но его поставщики, вот этого поставщика, который участвовал в закупке Татэнерго, повысили лишь цену всего лишь на 5000 рублей. Мы включили в РМП, Армак пошел в суд. Первая инстанция, как ни странно, поддержала его, но в конечном итоге апелляционная инстанция, это Самарский суд, поддержал нас антимонопольного органа и обратно вернула Армак в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. То есть, если взял на себя обязательство, необходимо это выполнить. А при этом сами же снизились более на 20-25% от начальной цены. Там было больше 1 000 000 рублей была начальная цена.
Исполком Рыбно-Слободского района стал жертвой собственной оплошности. Чиновники объявили конкурс по содержанию дорог и в тех задании прописали срок завершения 30 ноября. Но забыли указать, что приводить в порядок магистрали нужно каждый день. Поставщик говорит, я буду, говорит, выполнять по контракту до 30 ноября. Я все выполню, что указано в техническом задании. А бурьяны-то растут сегодня, улицу нужно подметать сегодня. В контракте как написано, так мы и будем действовать. То есть это показывает пример, когда заказчик, не продумывая свои технические задания, осуществляет закупку, а потом же сам сталкивается с трудностями. Сейчас антимонопольщики следят за ростом цен на овощи. Здесь нарушений пока не выявлено. Дмитрий Аринович Атмухаметов, ТНВ, Казань. В ночном пожаре в деревне Шура Арского района сгорел дом местного имама Ильдара Шаймарданова. Огонь уничтожил не только дом, сгорела баня, хозяйственные постройки и 2 соседних заброшенных дома. Предварительная версия пожара – замыкание в электросети. Сейчас большая семья с детьми и внуками осталась без крыши над головой. Просит о помощи. Этот холодильник стоял вот там, на веранде. Видимо, от этого у нас загорелось. Имам деревни Шура Ильдар Шаймарданов показывает источник пожара. Замыкание в розетке за считанные минуты переросло в пламя, которое тут же охватило весь дом. В это время здесь спали сын, дочь, зять, а также 2 маленьких внуков. Дочка как только заметила, всех разбудила, зятя разбудила. Он их уже начал вытаскивать, они боятся там через огонь надо проходить, потому что веранда горела. А выход оттуда, он их так за шкирки взял, так и все. Они выбежали. Мы уже ехали, мы постоянно были на связи. В первую очередь мы очень тревожились за наших детей. Это нас порадовало в первую очередь. Вот это сразу какое-то облегчение, слава Богу, что все живы-здоровы. Все остальное, там из огня все равно ничего не вынесешь. Тушили пожар всем миром, и стар, и млад. Кто ведрами, кто на тракторе. Взрыв какой-то был. И все, уже пожар начался. И мы сразу сюда побежали. С ведрами. Деревня разделились напополам. Той стороны там-то таскали, а мы таскали вот оттуда. Даже из стеклозавода ребята приехали, они помогали. Они говорят, мы думали, лес горит. Вот такой степени сильное пламя было, вообще красный, прям как это. Мы думали, это лес сначала горит. Но все равно приехали все-таки, помогли. И кенирские ребята приезжали, помогли. Все прям, вот я говорю, спасибо им большое. Пожарные приехали спустя 40 минут, говорят очевидцы. Вместе со спасателями жители продолжали уводить огонь от соседних жилых домов. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Огонь, который начался в жилом доме Шаймардановых, быстро перекинулся на баню, сарай, в которых находились куры, и затем охватил уже 2 соседних участка. К счастью, в этих домах уже давно никто не проживает, поэтому пострадавших нет. Сейчас семья Хазрата временно переехала в небольшой соседний дом к родному брату. Местные жители помогают вещами, деньгами. Из соседних деревень уже собрали 250 тысяч рублей. У нас в поселении 4 деревни: Шура, Серда, Байкал. Где-то у нас 1000 человек, вот с них будут собраны деньги уже. В пожаре дотла сгорело все. Вещи, техника, документы, запасы на зиму. Семья Шаймардановых надеется, часть ущерба им возместит страховая компания. Однако даже для строительства небольшого дома потребуется значительная сумма. Если у кого есть вот лишние вещи, там, без разницы, новые, старые, там, кто чем может, вот, если могут, пожалуйста, помогите. Скромная и дружная семья Шаймардановых – настоящий пример для сельчан. Каждый день Хазрат молится о благополучии жителей. Сейчас помощь и поддержка нужна ему. Наталья Мизина, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. В Казани начали реставрировать одну из старейших мечетей города – Искет-Таш. На эти цели по национальному проекту «Культура» будет выделено более 140 миллионов рублей. Уже получен первый транш – 30 миллионов. Сегодня с ходом работы ознакомился депутат Госдумы Ильдар Гельмуддинов. Здание 1802 года отреставрируют в первозданном виде. В советское время мечеть использовалась как школа, затем как склад. Сейчас ремонт начался на 1-м этаже. На 2-м идут богослужения. Реставрацию планируют завершить в 2023 году. У нас таких мечетей в городе Казани буквально несколько, которые имеют такое историческое значение. Они являются объектами федеральной собственности, федерального значения.
И это очень важно, потому что мы таким образом можем привлечь федеральные средства на восстановление, на реконструкцию этих объектов. В День Республики Казань встретит скрытым экстрим-парком и обновленным хрущевским спуском. Какие еще новые объекты откроют к празднику? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Качество медуслуг, строительство реабилитационного госпиталя в Набережных Челнах, повышение выплат приемным родителям. Такие вопросы жители республики прислали на онлайн-платформу «Мой депутат». На обращение сегодня ответил Айрат Фарахов. Он созвонился с авторами сообщений. Парламентарий заверил, что вопросы будут взяты на контроль. Самое главное, после того, как это обращение фиксируется, оно прорабатывается, и оно уже непосредственно берется в работу. Мы видим, что, первое, все эти обращения абсолютно объективны. И эти проблемы, они сегодня есть, и люди с ними борются. Сегодня в Казани открылось деловое пространство «100% Татарстан». В год науки и технологий его решили посвятить вопросам системы образования и подготовки кадров. Об этом эксперты со всей России будут говорить 3 дня. А зрителями смогут стать сотни тысяч человек со всего мира. Трансляция форума идет сразу на русском, английском и татарском. Рамиль Шайдуллин увидел старт проекта «По ту сторону кадра». Хотим вас познакомить с нашим чатом, который располагается справа от вас. Сколько школ появится в Татарстане, где и сколько рабочих нужны республике сегодня? Об этом в прямом эфире. Вы смотрите 100% Татарстан. Форум этого года посвящен системе образования и трудовым ресурсам, а именно опыту, который есть у Татарстана. Нам бы хотелось, чтобы мы сумели показать всю экосистему, которая сегодня относится к концепту образования на протяжении всей жизни. Поэтому мы в этом форуме заложили и детские сады, и школы, и среднее звено, все, что касается колледжей, СУЗов, и институты, вузы, то есть высшее образование. 3 дня, десятки экспертов и более 100 спикеров будут вести лекции, презентации, мастер-классы и дебаты. В выступлениях реальные примеры. Как это отражается на образовательной инфраструктуре? Один из них – Лаишевский район, лидер рейтинга социально-экономического развития. Вопрос главе – как оставаться передовиками не только в экономике, но и в образовании. С одной стороны, идет большой экономический рост, с другой стороны, есть тоже проблемы, связанные с таким динамическим развитием. Должны быть детские садики, школы, клубы, спортивные объекты. Поэтому об этом нужно говорить. Как и в прошлом году, за всем этим можно смотреть онлайн. Вот эти камеры и десятки видов другой аппаратуры передают то, о чем говорят ведущие и гости, напрямую в интернет, чтобы каждый желающий мог быть в курсе происходящего. В реальном времени команда из почти 50 человек следит за качеством картинки, сигнала и звука, ведь по ту сторону экрана сидят тысячи зрителей. В этом году, как и в прошлом году, у нас форум представлен на 3 языках. Это русский, татарский и английский языки, потому что нас смотрят по всему миру. Форум продлится 3 дня. Отдельный день посвятят поддержке молодых родителей. Своим опытом и знаниями на площадке Татарстана поделятся лучшие педагоги страны в режиме онлайн. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 105 мастер-классов для педагогов, родительское собрание и 10 экспертов из США, Великобритании и Германии. Таким будет в этом году международный фестиваль школьных учителей. По традиции он пройдет в Елабуге 17 августа. Больше 2500 участников будут в онлайн и офлайн формате. Фестиваль поделят на 6 секций. Эмоциональное выгорание учителей, урок и учебник 21 века, воспитание, медико-педагогическое сопровождение обучения и национальное образование. Как раз эти 105 мастер-классов, я думаю, одно из достижений этого года фестиваля. Но вы понимаете, уважаемые коллеги, что фестиваль проводится в преддверии августовской конференции педагогических работников Республики Татарстан, где по традиции определяются задачи на следующий учебный год и подводятся итоги года прошедшего.
Сдать тест на ВИЧ в центре города и узнать результат за 15 минут. Сегодня в Казань прибыли специальные мобильные пункты. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и тут же получить консультацию специалиста. Акция проходит с соблюдением всех антиковидных мер. За день тестирование прошли больше 100 человек. Без разрешения родителей мы имеем право принимать подростков с 15 лет. А если говорить о том, кто приходит к нам тестироваться, это совершенно разные возраста, от мала до велика. Были ситуации, когда у нас и женщина приходила в 93 года, обследовалась, и были и очень молодые ребята, которые желали обследоваться. Ватерпольный клуб «Синтез» новый сезон начинает с 5 новыми игроками. Все казанские воспитанники из молодежи. Уже через месяц первая игра чемпионата России. Впереди тренировки и сборы. Сегодня руководство клуба рассказало о планах на предстоящий сезон и оценило выступление наших пловцов на Олимпиаде в Токио. Они не проиграли ни одного матча в чемпионате России и в играх за Кубок страны. Такие итоги ватерполистов «Синтеза» в прошлом сезоне. Наша команда «Синтез», основной состав, выиграл в этом году практически все, что можно было выиграть. Вот. Ну, на следующий сезон задача у нас всегда одна – быть первыми. Для этого у нас все есть, возможности есть, люди есть, ресурсы есть, настрой есть, желание есть, мастерство есть. 16 сентября стартует чемпионат России. В ближайшие 2 недели ватерполисты проведут на сборах в Черногории. Состав команды обновился. Пришли молодые ребята, воспитанники собственного клуба. Мирзиев Замир и Оскар Махиянов. Вот, поэтому небольшие изменения. Основные костяк игроков остался. Настроение отличное, что новый сезон, новые задачи, новые цели. Лето. Предстоящий сбор в Черногории, море, все хорошо. Главная новость встречи – казанский клуб «Синтез» может стать базой для подготовки сборной России по водному полу к следующей Олимпиаде. Об этом сообщил министр спорта. Идут переговоры, решение будет осенью. На Олимпиаде в Токио 3 спортсмена уже защищали честь клуба. Пловец Александр Красных вернулся с серебряной медалью. На вопрос, доволен ли результатом, ответил неоднозначно. Если рассматривать Олимпиаду как соревнование, где нужно зарабатывать медали, то да. Если же рассматривать Олимпиаду как основной старт, на котором нужно показывать максимальный результат, то нет. Мария Полякова, финалистка Олимпийских игр по прыжкам в воду с трамплина, говорит, отсутствие российского флага повлияло на настроение спортсменов. Зато хотя бы мы смогли поехать. Могло быть и хуже, поэтому надо довольствоваться тем, тому, что есть. Для наших пловцов и прыгунов впереди новая Олимпиада в Париже. На подготовку ровно 3 года. И начинать нужно уже сейчас, говорит президент клуба. С ними будем сейчас тоже встречаться, с тренерским составом, с организационным составом, с пловцами, с прыгунами. Какие проблемы нужно решить для них, чтобы у них была успешная подготовка к Олимпийским играм. И отобрались они на Олимпийские игры. На этот сезон задача у ватерпольного «Синтеза» не менее сложная – удержать все завоеванные позиции. Фариза Мазитова, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань. В Казани большой футбол. В эти минуты «Рубин» на стадионе «Акбарс-Арена» играет с польским «Раковом». Напомним, в Польше матч закончился ничьей. Дома, говорят, и стены помогают, и мы верим в победу. С нами на прямой связи Рамиль Шайдуллин. Рамиль, ждем от тебя последней информации. Какой счет? Да, вечер добрый, Алексей. Ну, а каким ему еще быть, когда Казань принимает европейский матч? Поэтому болельщиков сегодня по-настоящему много. Конечно, все они сейчас находятся на стадионе. Многие пришли сюда сегодня с семьями. И, наверное, все болеют за «Рубин». И пусть это пока квалификационный раунд Лиги конференции, но все же здесь, на поле Акбарс-Арены, казанцы принимают польский «Раков». Напомним, это уже их вторая встреча только за неделю. Но в этот раз «Рубин» играет у себя дома, чему, несомненно, рады любители футбола. Давайте их послушаем. Мне кажется, «Рубин» сразу начнет атаковать, забьет быстрый гол и будет контролировать игру. Мы думаем, подсказывает наша интуиция, то, что будет ничья в основное время, а потом победа «Рубина», конечно, естественно. Вы как считаете? Победа «Рубина»? Ну, надеемся на лучшее. Во-первых, верим в команду и думаем, что мы пройдем этот этап и вперед к былым и не к былым, а к будущим победам. Сегодняшний матч – это матч на победу или поражение. Вперед, Рубин! Вперед, Рубин!
Да, вот с таким настроением фэн-база шла сегодня на матч. И почему-то есть ощущение, что не менее яркие эмоции царят и на самом стадионе. Совсем недавно закончился очень динамичный первый тайм. Команды сыграли пока по нулям, получили дополнительное время. Ну, Алексей, предлагаю держать кулачки за наших и передаю слово тебе. Будем держать и кулачки, и руку на пульсе, и результаты, и подробности матча в нашем вечернем выпуске. Ну, а этот выпуск пока завершается. Больше новостей в наших ресурсах, в интернете. Всего вам доброго. До встречи. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Привет, я Смерть. Жертва. Вы садитесь в автомобиль, берете ремень безопасности и застегиваете его за спиной, чтобы не пищало. В случае ДТП на водителя действует останавливающая сила в несколько тонн. А приборную панель ломается грудная клетка, разрушаются шейные позвонки, а лобовое стекло разбивается череп. Как правило, когда вас выбрасывает наружу, вы уже весь мой. Пристегивай ремни безопасности. Не шути со смертью. Данила Мастер. Установка за полцены. 202 38 32. В Республике Татарстан дан старт 9-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте btzm.ru. Сенсация! Впервые в Казанском цирке. С 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». Хорошую аптеку, и я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. Лето заканчивается. Успей получить подарок за покупку в Фармленде. С первой встречи ты легко поймешь. Фармленд, что надо. Компания «Луидор», официальный дилер УАЗ, представляет новый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач и выгодой до 165 тысяч рублей. Электропривод зеркал, подушки безопасности водителя и пассажира, сиденье с боковой поддержкой и подогревом, кондиционер, а также сигнализация с дистанционным управлением. УАЗ «Патриот» – настоящий внедорожник от 964 тысяч рублей. Только в «Луидор». Казань, Сибирский тракт, 59. 8 800 2002 402. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 единицы. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2 700. В студии София Егорова. Здравствуйте. В погоде наметились изменения. Об этом узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево в первой половине дня будет ясно и очень жарко, плюс 31. Ближе к вечеру температура пойдет на спад. Жара пока сохраняется в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 33 градуса днем, без осадков, но к вечеру станет прохладнее, до плюс 16. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше температура высокая, днем ясно и жарко, плюс 32 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтаси без осадков и жарко, плюс 32-33 градуса днем. В Болгаре, Дрожжином и Буинске днем выше 30 градусов, однако небо заволокут дождевые облака. Температурный фон сохранится высоким в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Осадки не прогнозируются, днем до плюс 33. В субботу на погоду начнет оказывать влияние прохладный атмосферный фронт. Он остудит воздух, а местами пройдут осадки.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. В Казани ясно в первой половине дня. Переменная облачность во второй и без осадков. Температура ночью около 21 тепла. А днем температура повысится до плюс 34. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Магнитное поле Земли спокойное. В ночь с 12 на 13 августа в Татарстане ожидается многочисленный звездопад. Не упустите возможность увидеть это чудо и загадать желания. И пусть они непременно сбудутся. На этом наш выпуск завершен. До свидания.